каждым днем все меньше становится ветеранов, живых свидетелей страшной Великой Отечественной войны. С ними уходит и история. В Исмаильском районе стараются как можно больше рассказать молодому поколению о людях, участников тех событий и увековечить память ветеранов и героев войны, чтобы о них узнали и их потомки. 8 мая к Дню памяти и скорби жители Петропавловска приурочили открытие мемориальной доски в память участника Великой Отечественной войны Кривошеина Павла Дмитриевича. Род Кривошеиных начинается еще с освоения Аяно-Майского тракта с 1825 года. И с тех пор эта большая сплоченная семейная династия так и проживает в селе Петропавловск, где Павла Дмитриевича знал каждый и знал как веселого, отзывчивого и, самое главное, трудолюбивого человека, несмотря на тяжелые полученные на войне ранения. Его знают все. Ага, это такой человек, ну, мало того, что вот он ветеран войны, ветеран труда, да, кроме этого он был очень таким, ну, хорошим человеком. Ну, просто вот вся деревня его знает, вот, особенно, конечно, вот наши ветераны тыла все его знали, какой он работящий, скромный, труженик, при этом весельчак, ну, в общем, это необыкновенный человек, можно сказать. Когда дочь Павла Дмитриевича решила установить памятную доску памяти отца и назвать улицу улицей Кривошеиных, ее поддержали буквально все – и дети, и родственники. Но самое главное – жители села все поставили свои подписи для осуществления благого дела. А вот это, чтобы не забывали наши последующие поколения о том, что наши отцы, деды, прадеды сделали для нас, чтобы мы так мирно жили. В этот день присутствующие возложили цветы у памятной доски, почтив тем самым память всех уже ушедших из жизни ветеранов и погибших на войне солдат и мирных жителей. Каждый, кто желал выступить, вспомнил, каким был Павел Кривошеин, о его победах, награждениях, о его жизни в селе. Тамара Коновалова, Владимир Таюцкий, Тимур Канаев, НВК Саха, Исмаильский УС.